Вы смотрите новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко и коротко о главных темах. Роспотребнадзор сократил срок подготовки результатов анализов на COVID-19. Парк общественного транспорта Якутска пополнится в 2022 году сотней автобусов, работающих на газомоторном топливе. У природы нет плохой погоды. Своим прогнозом на воскресенье поделились синоптики. С понедельника, 18 октября, будут повышены тарифы на проезд на паромах на переправе Якутск-Нижний Бестях. Как сообщил генеральный директор управляющей компании «Паромы Якутии» Николай Ефимов, цены увеличиваются ежегодно в период неблагоприятных метеорологических условий. Сейчас перевозками на переправе Якутск-Нижний Бестях занимаются 5 компаний, работают 12 паромов. Предельные тарифы на перевозку на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях в период неблагоприятных метеоусловий были утверждены Госкомцен Якутии в 2016 году, и с тех пор они не менялись. Что касается эпидобстановки, то на территории республики за прошедшие сутки зафиксировали 256 новых случаев коронавируса. Так, в столице региона заболевание диагностировали у 135 человек, в Мегино-Кангаласском районе у 13, в Намском у 12. По 8 случаев инфекции зарегистрировали в Алданском и Мирнинском районах, по 7, в Амгинском и Усть-Майском, по 6 в Вилюйском и Сунтарском районах, по 5 в Кобяйском, Аймиконском, Таттинском и Хангаласском районах. Кроме того, по 4 случая выявили в Верхоянском, Ленском и Чурапчинском районах. Еще в 9 районах зафиксировали от 1 до 3 случаев заболевания COVID-19. Тем временем Роспотребнадзор сократил срок подготовки результатов анализов на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Санитарно-противоэпидемическая комиссия города Якутска приняла решение продолжить образовательный процесс с 16 по 22 октября в очной форме для обучающихся с 1 по 4 классы. Для 9, 10, 11 и 12 классов очная форма обучения возобновляется с понедельника, 18 октября. Школьники с 5 по 8 классы продолжат обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Также дистанционный формат пока сохраняется в учреждениях дополнительного образования, в том числе это касается кружков, секций, дополнительных занятий и различных внеучебных мероприятий. Более 1 миллиона россиян уже переписались через портал госуслуг в первый день проведения всероссийской переписи населения. Такие данные привел на пресс-конференции заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. Помимо того, что перепись первая цифровая, она еще и самая экологичная. Вместо бумажных анкет переписчики заполняют формы на планшетах. Если раньше обработка итогов переписи занимала у Росстата 3 года, то сейчас, благодаря внедрению современных технологий, на это понадобится всего 1 год. Участники пресс-конференции призвали активно участвовать населению в переписи и по возможности онлайн через портал госуслуг. Ведь это не только удобно и быстро, но и безопасно в период пандемии. Также жителям страны напомнили о безопасности персональных данных в сети интернет. Во-первых, все-таки не забываем про безопасность своих аккаунтов. То есть используем пароли не раз, два, три, четыре, пять, не QWERTY, а все-таки какие-то более сложные пароли. Это предусмотрено в том числе нашей парольной политике, но тем не менее люди исхитряются. Значит, пароли там компрометировать, там, оставлять на рабочих местах, там, условно говоря, отправлять друг другу, соответственно, в почте, там, в мессенджерах, ну, то есть использовать различные защищенные каналы. Это первый момент. Второй момент, если говорить о безопасности учетной записи, то в принципе считается хорошим тоном включать второй фактор аутентификации, то есть когда на каждый вход система присылает сообщение, соответственно, с одноразовым кодом, и после этого запускает внутрь. Вот. Ну и, наконец, когда вам приходит сообщение как бы от имени портала госуслуг, но проверяйте ссылки, куда вы переходите. То есть если это приходит сообщение просто на почту, оно, как правило, дублировано в личном кабинете. Жителям села Бяськёль Горного Улуса доставили животных взамен утраченных при пожаре. Это 10 телят и 20 кур от ведущих предприятий республики. Отмечается, что доставку провели с соблюдением всех ветеринарных требований. Также по согласованию сторон пострадавшим собственникам, чьи поросята и кролики погибли во время пожара, ущерб возместили сельхозпродукции в виде свинины, отметил министр сельского хозяйства Александр Атласов.
В Москве подводят итоги всероссийского конкурса среди молодежи на лучшую законодательную инициативу. В этом году сразу 4 якутянина отобрались в финальную часть турнира. Школьники из нашей республики предложили такие инициативы, которые по достоинству оценили федеральные эксперты. Что же хотят улучшить якутяне, узнавал Максим Кардозу. Гавриил Суздалов на подобном конкурсе впервые и сразу с серьезной инициативой. Потомственный оленевод, а его династии уже больше 200 лет, решил поднять вопросы, которые волнуют частных заводчиков оленей. Государство дает возможность заниматься личным подсобным хозяйством, но нету льгот и нету поддержки на кооперативы, на организации государственные. Конечно, есть льготы, выплаты социальные на оленеводство. А вот именно личное подсобное хозяйство, что интересуется молодежь, нету поддержки, и молодежь просто боится идти туда в что-то неизвестное. Идея Гавриила Суздалова жюри понравилась. Он получил диплом первой степени. Высоко оценили эксперты и еще один проект из Якутии. Кирилл Горохов представил свою инициативу по регулированию тушения пожаров. Он предложил ужесточать меры ответственности за распространение пожаров и поощрять добровольческие команды. В этом году ситуация окончательно вышла из-под контроля. Ее стало невозможно контролировать, невозможно было пожары эти самые обуздать. Мы жили в смоге, мы были вынуждены дышать этим воздухом загрязненным. Было невыносимо сложно, и поэтому я решил предложить свои идеи во избежание подобных случаев в будущем. «Моя законодательная инициатива» – это конкурс, который рассматривает идеи молодых людей от 14 до 30 лет. В нем может принять участие любой человек, у которого есть свои идеи по улучшению законодательства. Предложения рассматриваются по секциям, и победители обычно получают возможность выступить перед депутатами Госдумы. Но в этом году из-за ковидных ограничений с предложениями школьников и студентов народные избранники познакомятся лишь в онлайн-формате. Максим Кардозо, Джур Березкин, Москва. Парк общественного транспорта Якутска пополнится в 2022 году сотней автобусов, работающих на газомоторном топливе. Закупка автобусов повышенной комфортности будет проведена в этом году в Якутии к столетию образования автономной республики в составе РСФСР. 100 новых машин, дополнительно утепленных для северных условий, появятся на дорогах столицы уже весной следующего года. Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев уточнил, что согласно действующему законодательству вновь приобретаемый автобус городского пассажирского транспорта должен соответствовать требованиям перевозки маломобильных пассажиров. По городу Якутску только 5% автобусов или каждый 19-й автобус приспособлен для перевозки таких пассажиров, уточнил Владимир Сивцев. В Якутске стартовала акция «Внимание! Слепой пешеход». На протяжении месяца сотрудники госавтоинспекции и Республиканской библиотеки для незрячих будут проводить разъяснительные беседы с автолюбителями касательно безопасности слепых пешеходов. Подробнее в сюжете Власия Сергеева. Акция «Внимание! Слепой пешеход» проводится ежегодно. С помощью профилактических бесед и информационных листовок организаторы призывают водителей внимательно относиться к незрячим пешеходам, которые в силу своих физических возможностей не могут убедиться в безопасности перехода проезжей части. У пешеходов, конечно, есть свои обязанности. Пешеходы должны убедиться в безопасности при переходе проезжей части. Но пешеход со слабым зрением может не увидеть. И если пешеход поднял белую трость, значит, это означает, что водитель обязан уступить дорогу, даже если это происходит не на пешеходном переходе. День старта акции был выбран не случайно. 15 октября отмечается Международный день белой трости, приспособление, которое выступает не только вспомогательным средством для передвижения, но и как идентификатор о наличии серьезных нарушений зрения. Людей, которые по каким-то причинам потеряли зрение, можно распознать по белой трости. Вот мы сейчас видим примерную белую трость. Она должна быть обязательно белого цвета. В принципе, удобно раскладывается. Но с помощью белой трости слепой или слабовидящий человек уже ориентируется в пространстве, да, в заведении, при ходьбе. Сотрудники библиотеки отмечают, что в Якутске проживает более 900 людей с инвалидностью по зрению, и то, что условия для их безопасного пересечения проезжей части нуждаются в улучшении. Нету тактильных плиток, нету поручней, не везде установлены звуковые светофоры, и не везде есть дорожные знаки «Осторожно, слепой пешеход». Да? И хотелось бы, чтобы в
в нашем городе побольше уже доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Длительность светового дня продолжает сокращаться, поэтому сотрудники госавтоинспекции рекомендуют носить светоотражающие элементы и быть внимательнее на дорогах. Власий Сергеев, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Волонтеры проекта «Чистая Арктика» собрали в Карелии 50 тонн отходов. Они очистили тропу к беломорским петроглифам и ликвидировали свалку около поселка Летнереченский Беломорского района. Среди добровольцев, прибывших в Карелию, оказались и якутские волонтеры. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. В группу вошли ребята из разных регионов страны, в том числе и из Якутии. Анна Сафронова. О проекте «Чистая Арктика» узнала совершенно случайно. Мне подруга отправила ссылку. Не знаю даже почему. И я посмотрела, и как раз на тот момент у меня было свободное время. Я посмотрела этот сайт, мне понравилась цель, миссия проекта, то, что очищение окружающей среды, экология. После одобрения заявки Анна с другими волонтерами полетели в Карелию. Их задачей было очистить от поваленных деревьев экотропу, ведущую к знаменитым беломорским петроглифам, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. За пару дней ребята привели в порядок территорию в 100 квадратных метров, от Выгострова до Залавруги, собирая сухостой и валежник. В этом парке мы убирали тропу, которая ведет до парка петроглифов. В основном таскали ветки ненужные, маленькие ветки перерабатывали на щепки, из больших бревен заготавливали дрова для сторожки, в которой работают экскурсоводы этого парка. Помимо экотропы, волонтеры ликвидировали многолетнюю свалку бытовых отходов возле поселка Летнереченский Беломорского района. Всего на 2 локациях ребята собрали 50 тонн различных отходов. Мы помогаем, нашей природе, Арктике и, в принципе, всей стране. Очищаем ее от мусора и всего-всего-всего. Впечатления вообще позитивные, положительные, потому что интересно, коллектив, совершенно разные люди с разных мест, и мы буквально за сутки 2 сплотились, и мы уже так продуктивно работаем, прям все нравится. Идея проекта «Чистая Арктика» направлена на создание единой программы по очистке севера. Большая арктическая уборка проходит по разным территориям Арктики. Заброшенные здания заводов, старые бочки, покрышки, обломки плотов, ржавые трубы. Это лишь небольшая часть мусора, с которыми сталкиваются волонтеры. И каждый из них, убирая его, понимает, какую огромную пользу приносит экологии своей страны. Я сама очень активно путешествую, люблю путешествовать, активно хожу в походы. И когда вижу на природе след от человека в виде мусора, это меня очень расстраивает. Вообще это очень печально и грустно. И я также придерживаюсь экологии, стараюсь сортировать мусор. Также поддерживаю всякие наши акции в городе по субботникам. Также стараюсь минимизировать отходы. Появляется у проекта и социальная миссия. Экспедиции волонтеров становятся точками притяжения для активной молодежи со всей страны. Добровольцы уже убирались на Таймыре, Ямале, Мурманске, а также Тикси, где в общей сложности собрано более 300 тонн металлолома и 250 кубов древесины. В Тикси эта работа будет продолжаться до 2024 года. Собранные со всех регионов отходы пойдут на переработку. Ульяна Шагина, Светлана Черемкина, Якутск, Карелия. И о погоде. Днем 17 октября в столице республики ожидается до -6 градусов, сообщает Якутское управление гидрометеослужбы. Без существенных осадков, ветер переменный от 2 до 7 метров в секунду. Температура ночью -11-13 градусов, днем -4-6, говорится в прогнозе синоптиков. И завершая выпуск, разрешите, уважаемые телезрители, поздравить вас с Всероссийским Днем Отца и Республиканским Днем Матери, которые отмечаются 17 октября. До встречи в эфире.